Значит, пример управления лидером, вот пример бесструктурного способа управления. Вот мысленно представьте, что на этой картинке представлено. Вот левый берег, правый берег, дно, река, вода течет по реке. Наверху летит щепка, плывет в пене волн. На щепке стоит лидер и кричит во всю горло: «Я подниму Россию с колен». Народ на берегу смотрит и думает: «Во крутой Вольфович, во дает, умница-то какой, чего говорит». А чего он говорит? А говорит он вот чего. Значит, вокруг лидера, как всегда, есть советники, много всяких. Среди них один-два советника, ну, их называют тайный советник вождя, который, так сказать, шибко грамотный, в очках, так сказать, умный, много знает, много читал, и он дает вождю мудрые советы, дает ему что-нибудь новенькое, чтобы блеснуть перед народом, перед толпом, значит, советы. А откуда он берет эти советы? Он что, сам, что ли, выдумывает? Нет. Уходя из области служебных отношений, он переходит домой или где там, в область внеслужебных отношений. А там есть такие тусовки, вот, которые очень хорошо еще Лев Николаевич Толстой описал в романе «Война и мир». Вы помните, там салон мадам Шерер, значит, куда приходили все аристократы, и вот они там потягивали коньячок, курили сигары и обменивались всякими, значит, новостями. И авторитеты там вещали какие-то мудрые мысли. Значит, и вот эта Шушера, которая набегала со всех сторон, она черпала эти новые мысли от авторитета вывески, будь то профессор там, или какой-то доктор, или там ученый, или еще кто-то, литератор, поэт, неважно кто. Значит, авторитет вывеск. И он оглашает там какие-то новые веяния. Значит, этот слушает и потом бежит, и эти новые веяния, вот лидер это озвучивает. А откуда он, этот авторитет, берет? А оказывается, вот то, что дальше нарисовано, это вот открылось после открытия архива, в том числе КГБ. Оказывается, есть, значит, до 10-14 звеньев доходит, что передача вот этой информации, веяний и так далее. Значит, это есть вот опекун авторитета. И этот опекун через систему, цепочку определенную, черпает эти сведения, новости из клана, знахарского клана. То есть вспоминайте вот ту пирамидку, помните там, значит, вот это, значит, верхняя пирамидка. То есть кланы знахарей, которые выдают вот эти все новости туда наверх, значит, одной концепции. И, так сказать, передается, значит, по цепочке. Этот, значит, доносит их вывески, вывеска озвучивает их, этот несет, этот оглашает. Народ этого ничего не видит. Вот у Омара Хайяма есть прекрасная иллюстрация тому, что я сказал, вот этой всей схемы. Стихотворение звучит так. «То, что видим мы, видимость только одна, далеко от поверхности моря до дна, полагая несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна». Вот управление такими лидерами, вождями, в том числе вот Лукашенками, там, Гитлерами и прочими, это вот из этой серии, значит, как отошляется управление. Ну, кстати, мы в концепции говорим так: ага, если вы можете так вот осуществлять управление, то почему мы не можем, противодействуя вам, точно так же такую же цепочку создать, да, вождей и лидеров? Ведь важно донести информацию. И обратите внимание, вы многие знаете, что уже многие журналисты, да, лидеры, они говорят, наши пользуются нашей терминологией, в том числе вектор цели, там, концепцию управления, устойчивость и так далее. То есть прорывается. Вот, а нам того и надо. Почему? Потому что люди, они все это дело начинают воспринимать. И тот, кто знает концепцию, нам уже многие говорят: а что это? Они вашим языком говорят. А почему? Потому что для них-то это новенькое, а они же нажаренные, готовы. То есть
скажем так, конкуренция называется. Вот один журналист, другой журналист. Этот выпендрился, а этому же тоже хочется выпендриться второму. А чего? А у него ничего нет. Он бежит, где новенькое? А, вот эти говорят что-то интересное. И он это выдает за свое, я же умный. То есть, ну и ради бога. То есть, а озвученная информация, она же воздействует на людей. То есть он передал информацию, которая нужна нам. А с нашей точки зрения, а какая разница, кто ее сказал? Петров, Иванов, Сидоров. Она овладевает умами людей? Овладевает. Это хорошо или плохо? Хорошо. Поэтому они сами, того не понимая, работают на нас. Те, кто понимает, они нас замалчивают. Но им не удержать, потому что конкуренция называется. Вот. Поэтому вот как действует бесструктурное управление. Поэтому, зная вот эту схему бесструктурного управления, можно ее использовать, значит, так, чтобы вот это руководитель предприятия какого-то. У нас уже масса таких примеров по стране, когда вот это мы назвали перехватом управления. То есть неважно, нам-то, у нас другая цель, другая концепция, поэтому нам не важно, кто будет наверху, а важно, что будет делаться, ну, на благо общества.